Ассаламу алейкум, раматуллаху ва баракату. Приветствую каждого зрителя на этом канале. Это второй выпуск, где мы рассказываем о предателях чеченского народа, о людях, которые пытали и убивали наш народ. Но перед началом этого выпуска я хочу немножко отойти от основного персонажа и показать вам, скажем так, небольшую разницу между тем, как себя ведут предатели чеченского народа, если они находятся в Европе и они не под защитой и не под юбкой Путина и Кадырова, и как они себя ведут, когда они находятся в Чечне. Это уже вы поймете по истории главного героя этого выпуска. Давайте посмотрим, как пасынок Кавказа преподносит ситуацию о том, что он ищет какого-то брата в Бельгии, то никто к нему навстречу не идет, все его боятся. И вот видео кадыровской пропаганды, вот как они это преподнесли. Itaga guersha iwoits itaga yeterhundela reishil ihundu atsevi hotsegawol vil yashgushto ma biech da jootsuna Ага, записи на экране. И место положения айтно, шаерги айтно. 100 метров мыши давайте, хундин тихила, хахила. Короче, нету здесь. Октанха ваха, берег урам бес буш, бусун ока. То есть миш ававиз. Вообще не пойму. Awal عينين вот. قاح ضاع برتي. شو درك دو قاح بس هستم ديل بوشك. شو بيتشكيريات. شو بيتشكيري بوش دل قاح بيش دوي. شو ستين كان توخسو полностью. سو ولسلي وقنيقتي سو بورش واتشن. فيتن شو؟ سو دو حرتين سو نسو قي وغر واتسو سو دقعي خيناغر. نتحسن اشتريتش كوي نرجو. هيديو. ساعات ورجعنا نو إذا زود حق دعوانا يلخان بورش يتنش مش غروسة انتو خناهن سوول ولا شيخ يغليش ايضا قدو غار دون Saamöhter docent Muhammad Salah. Saamöhter docent poliisi qeeqna اولا daaj poliisi qoyqle shaabet просто عشان وقت كويس هنس ناخن خيتر دق ليلا وقت كو خيال عايشم بلجيتشبو دابو وين ويد يوماتش ديل وردور وسخت ديل دحور اصحى راز شو توخ شوران تو ويش كيف رخيت سو просто так انواتهم سو عون لوزي خميل دي يلي خلح كفيت غروي ديل دعواتي вообще عشان любой عجل. То есть, посмотрев это видео, любой человек подумает, что ему навстречу никто не пришел, что его кто-то испугался и убежал. Хорошо. Но у нас есть еще одно видео, в котором пасынок Кавказа бросил свою машину и, вероятно, и скорее всего с этой машиной и свои штаны где-то на территории Франции и убежал. Небольшая подсказка для братьев из Франции. Где-то на территории Франции стоит трофей в виде Мерседеса 212, хоть и старенький, но я думаю, что этот трофей можете себе забрать и разобрать на части, или, не знаю. В общем, трофей стоит. И вот человек, который так яростно ищет представителей Чеченской Республики Ичкерия в Европе, почему-то бросил свою машину несколько дней назад, пропал со всех радаров, вызвал полицию и убежал. Да, на 30 апреля 2026 году Тан Тулузи на Олшу, сейчас нах Баша де Ладиона. Сейчас вопло, кали, штаты до Олшу. Чуть-чуть да, что. Да то он такой печать тетеншо. Сейчас больше да мы то это. هر سن كوكازة هالجار كح كوكازة بوشتو هرم يركض طلوزي واي وش لبوينك حتى أول بوش أميوش ديش ورد أرى أشيد دوش بيس أنا ومتع كيرو أنا المشي واق وشيت وبوليتي قيخنا يد يرجع وكرواشيات وقاديناها وشيت عن متع كرواشيات أمدرون ذات ريد خيالي الله المشي واق وسن شميشي عرقو شات وشاي في ريول شات ستوندوي كازيوش همايريو وش тондо. Это не один такой пример. Есть еще один такой пример. Человек под именем Сайхан Таштамиров, который проживает на территории Германии и всячески оскорбляет Всевышнего. Вы видели это видео у меня на канале несколько дней назад. Так вот, некоторые братья, как этот Сайхан Таштамиров и говорит, чтобы приехать к нему и поговорить лично, они поехали к нему лично, чтобы с ним поговорить.
И почему я включил этого человека в этот список? Потому что он тоже является сотрудником правоохранительных органов России. И вот этот человек тоже, они пошли к нему домой, постучались, дали знать, что они приехали. И что он сделал? То же самое, вот, вызвал полицию. И это нормальная практика, потому что здесь нету юбки России, здесь нету юбки Путина, и здесь нету ничего, что, под чем вы можете спрятаться, и нету закрытых подвалов, офисов, где вы можете крутить старенький телефон, который пропускает через все тело человека электрический ток. Здесь нету родственников, на которых вы можете давить, и здесь нету подвалов, где вы можете нас держать незаконно, избивая нас и говоря о каком-то мужестве. Вот на этом и ваше мужество и заканчивается. А теперь предлагаю перейти к основной части этого видео. Я всего лишь просто этими двумя случаями, которые произошли в этом месяце, я не стал даже брать какие-то старые истории. Хотел вам просто показать разницу между тем, как они себя ведут в Чечне и как они себя ведут в Европе. Приятного просмотра. Сегодня речь пойдет о Зелимхане Масаеве. Беспринципный лизоблюд, мерзавец, пытатель и садист Зелимхан Масаев – командир 2-й оперативной роты ОМОН России по Чеченской Республике. Правда, теперь уже бывший. Зелимхан был награжден орденом Кадырова, работал в ОМОНе давно и немало на нем крови людской. Участвовал во многих так называемых спецоперациях против бойцов чеченского сопротивления и обычных мирных граждан. Он принес много горя и бед невинным людям, чем сам любит хвалиться. Немало доносил и клеветал на людей, чтобы их забирали и похищали. За годы своей службы похищал много парней и даже девушек, избивал и пытал их на базе ОМОН в Грозном, на ипподромном, с особой жестокостью получая от пыток удовольствие. Цитата подписчика, пострадавшего лично от его рук. Зелимхан неоднократно лично сам убивал, доказывая свою верность командиру ОМОН Алихану Цакаеву, и подставлял молодых парней, расправлялся с ними самыми жестокими методами. Был очень верным лизоблюдом. Лично я тоже потерпевший и перенес эти жестокие пытки от его рук. Пару слов о том, кто такой Алихан Цакаев. Мы говорили о нем в предыдущем выпуске, но для тех, кто не смотрел. Одноклассник и односельчанин Кадырова Алихан Цакаев из командира республиканского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а позднее, в начале 2020 года, заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности. Сейчас временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС. Среди поставленных лиц в Чечне, не являющихся родственниками, односельчанами или личными друзьями юности Рамзана Кадырова, выделяются Муслим Хучиев, Джамбулат Умаров, Салах Межиев и Даниил Мартынов. Муслим Хучиев возглавляет правительство, а начало его карьеры пришлось на Москву. Ранее он дважды был мэром Грозного. Джамбулат Умаров с 5 мая 2015 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Салах Межиев – муфтий Чечни. Один из высокопоставленных силовиков с 2013 года помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов. Сам Кадыров о нем высказывается так. «Он не просто мой помощник, он мой близкий друг, с которым я оказывался в тяжелое время в самых различных ситуациях». Конец цитаты. В начале 2017 года Мартынов также назначен заместителем начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чечне. Летом 2018 года русская служба BBC опубликовала расследование с подробной картой чеченской власти. Почти вся система управления в Чечне оказалась завязана лично на Рамзана Кадырова и близких к нему людей. Так, из 158 крупных чиновников в Чечне 30% являлись родственниками Кадырова, 23% – односельчанами, и еще 12% – друзьями чеченского лидера и их родственниками. Из 18 ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе региона, принимающих самые важные решения, оказалось 8 друзей Кадырова, 3 его родственников и 2 односельчан. Отмечалось в материале: ни на федеральном уровне, ни в других регионах такой степени непотизма во власти не наблюдается. Впрочем, эксперты, опрошенные Кавказским узлом, такую семейственно-клановую кадровую политику считают для Кремля вполне характерной. Не только взлет, но и жесткая посадка. Исключением семейственности главы правительства Чечни стал вице-премьер, который был уволен со всех постов во власти. С ноября 2017 по август 2018 года депутаты городского совета проголосовали за назначение Ислама Кадырова мэром Грозного в ноябре 2012 года, когда ему исполнилось 25 лет.
Более того, руководство республики во главе с Рамзаном Кадыровым инициировало публикацию ЧГТРК «Грозный» видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Корреспондент ЧГТРК утверждает в сюжете, что Ислам Кадыров регулярно превышал полномочия, унижал и фабриковал обвинения. Далее предлагаем посмотреть хвалебный сюжет, снятый в мае от ЧГТРК, как о прекрасном отце до того, как его поматросили и бросили. По возможности мужчина старается провести больше времени, общаясь с ними. А вот слабой половине семьи Масаевых возвращение Зелимхана – целое событие. По долгу службы мужчине редко удается быть в кругу семьи. Он работает командиром 2-й оперативной роты Федеральной службы Росгвардии по Чеченской Республике. Свой опыт и навыки в военном деле он старается передать своим товарищам. За его плечами сотни боевых выездов по ликвидации террористов. Самое главное при спецоперации – завершить ее без потерь среди мирного населения личного состава. Стоять на страже порядка и защиты граждан для майора Росгвардии не просто слова. В них он видит смысл и свое предназначение – отдать жизнь за свой народ, честь для каждого бойца. Зелимхан Масаев любил проводить пытки, делая это, как уже говорили, на базе ОМОН и за ее пределами тоже. Задерживал со своей командой молодых ребят. Ориентиром задержаний часто был внешний вид, то бишь большая борода и укороченные усы. Пытал их и под пытками заставлял признаваться в участии в НВФ. А потом, когда началась история с Сирией, что хотели уехать в Сирию для участия в войне на стороне разных группировок, в основном террористической ИГИЛ, выбивал под пытками эти показания и признания. Любил говорить: почему вы в Сирию уезжаете? Делайте свой джихад тут, в Чечне, дома. Нам возможность поубивать людей была бы, и вам джихад дома, не уезжая. А когда начался всемирный хайп, Кэмпток в Чечне, ЛГБТ, как и команда Мусова, Зелимхан Масаев заставлял под пытками на камеру признаваться молодых людей, что они гомосексуалисты, а потом шантажировал их, требуя денег. Пару слов и о Мусове. Оборотни в погонах из МВД Грозного – Мусов Аслан и его команда. Мусов Аслан – заместитель начальника УВД по личному составу города Грозного, подполковник полиции. С 2004 года работал в ДПС. Аслан из Алды, проживает там же. Машина у него Mercedes ML, подаренный Хасмагомедом Кадыровым. Аслан со своими коллегами являются оборотнями в погонах, и это мягко сказано. Со своей командой он находит жертв самыми разными незаконными путями и под пытками, унижениями и психологическим давлением заставляет их брать на себя разные преступления. Признаться, что задержанный причастен к НВФ или другим более мягким преступлениям и фабрикуют уголовные дела. Также они часто прибегают к такому методу, как заставить задержанного признаться, что он гомосексуалист. Делается это под пытками током или избиениями, и даже этими методами они не ограничиваются. Все это дело записывается на камеру, и далее происходит шантаж самих задержанных и их родственников. Примерно через неделю после задержания приглашают родственников задержанных, показывают им компромат: «Вот, платите 1 000 000, или мы посадим вашего сына или брата». Если он проходит по теме НВФ и другим, цены, видимо, могут иногда отличаться. С кого-то больше, с кого-то меньше требуют. В случае, когда человек признался на камеру, что он гомосексуалист, платите 1 000 000, или мы убьем вашего сына или брата, или опозорим и всем покажем. После оплаты человека отпускают. Если же жертвы не платят, то их сажают по фальсифицированным делам. Свои жертвы Аслан держит в обезьяннике, дежурная часть. А теперь про другой метод поиска жертв. Он таков. Опера завербовали, используют в своих целях и покрывают таких, как наркоманки, дренет и прочие нехорошие люди, с которыми они якобы борются. На этих оборотней в погонах работают и другие лица, не являющиеся операми и не относящиеся к МВД, гражданские, хотя некоторые из них могут и оружие при себе иметь. По информации наших подписчиков, есть ли у них на то лицензия или нет, не знаем. Цитируем сообщение одного из информаторов. «Ассаляму алейкум. В этом у МВД Грозные работают настоящие шайтаны, у которых нет ничего святого. Хочу рассказать, как эти черти находят своих жертв и пытают, чтобы те взяли на себя какие-то преступления, или еще хуже, обвиняют пацанов в гомосексуализме, чтобы вымогать у них и у родственников деньги. Всем этим делом руководит и прикрывает замначальника, седой с бородой, которого зовут Аслан. Фамилия у него вроде Хакимов, но могу ошибаться. Он с Алды, известен своими пытками молодежи.
Находят жертв опера. На них работают каздилки-наркоманы, которые ищут жертв в социальных сетях, начинают откровенные разговоры, обмениваются фотками, даже через видеосвязь общаются. Потом они зовут на квартиру ночью, уговаривают, чтобы принесли чулки или какую-нибудь игрушку, чтобы их потом компрометировать и шантажировать. Молодые пацаны еще с неокрепшим иманом. Заходят в подъезд или какой-то переулок, его и забирают оперативники, которые его ждут. Я знаком с 3 такими схожими историями. Один из оперов, который этим занимается, Тамаев Аюб, он с Урус-Мартана. Сам лично пытает током и избивает пластиковой трубой, потом записывает признание на камеру, потом торгуется, сколько может дать денег, чтобы об этом никто не узнал. Иншалла, придет их день, когда они за все заплатят в этой жизни или в ахирате. Конец цитаты. Вернемся к Зелиму Масаеву. Зелим пытал током и избивал не только парней, но и девушек. По словам односельчан, Зелимхан угрожал и предупреждал даже своих родственников. Цитата подписчика. «Говорил своим родственникам, я на этом пути Ахмада Кадырова до конца. Смотрите, если что-то не то будет. Свой-чужой не будет, я любого завалю. Типа шайтан, и кто с мыслями шайтана. Бороды не носите и штанины не укорачивайте. Преступление». Далее цитата. В Черноречье по улице Ашхабадская вечером он со своей группой оцепили двор, ворвались в квартиру и увели парня, подозревая его в причастности к НВФ. До сих пор информации о его местонахождении не знаем. Он был съемщиком квартиры, о парне давно ничего не известно. Также односельчане говорят, что сестра Зелимхана была в тесных связях с его командиром. Видимо, речь про того же Алихана Цакаева, и не без ведома Зелимхана. По случайному совпадению Зелимхан и стал тогда командиром 2-й роты ОМОН. Зелимхан очень большой лизоблюд и блядь. Судя по всему, получаемого внимания от Алихана ему было недостаточно, и он ревновал его ко всем. В результате чего пошел на отчаянный шаг. Околдовал своего начальника Алихана Цакаева, или, как это называется, приворожил, чтобы он ему и только ему благоволил. Но что-то пошло не так, и на этом Зелимхан спалился. Был избит, опущен и унижен начальником, которого он так сильно любил и хотел добиться того же в ответ. Зелим уволен и лишен всех званий и наград. На сегодняшний день униженный своим же командиром обиженный Зелимхан работает в лингвистической школе преподавателем ОБЖ. Были попытки и мольбы о возвращении его на службу хоть на самую низшую ступень, но безуспешно. Зелим оптимист и пытается реабилитироваться и вновь стать востребованным. Подрастающее свое чадо готовит идти по своим стопам. Также пострадавшие от его рук и перенесшие издевательства и пытки люди, которым он испортил жизнь, просили выложить обращение к нему, что сколько бы времени ни ушло, они все помнят и никогда не простят. Был посыл с напоминанием о мести и воздаянии, которое мы цитировать тут не будем по понятным причинам, но мы уверяем, что врагов у Зелимхана немало. Судя по их словам, люди ждут своего часа, когда этот беспредел прекратится. Приведем более мягкое из таких сообщений от одного из информаторов. У нас кровная месть к Зелиму, и мы ее исполним. А пока пусть бегает себе. На этом история с Зелимханом Масаевым подходит к концу. Я надеюсь, что вы посмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что вы запомните это лицо, и что все предатели чеченского народа останутся в истории. И когда придет время, с них будет сделан спрос так, как он должен быть. На этом канале будет выходить очень много материала, который еще тогда не вышел. У меня есть очень много материалов, которые сохранены на флешках, на Google дисках и все прочее. Теперь я готов, я полностью собран, у меня есть возможность, и я начну это делать. Почти каждый день на канале будут выходить подобные ролики, разного рода проекты. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим роликом.